последнее время большое внимание привлекла очередная инициатива нашей власти – соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Впервые оно появилось в информационном поле в 2022 году, не встретило особого поощрения и было забыто вплоть до 17 сентября, когда оно оказалось на повестке встречи в парламенте. Что с ним не так и почему оно требует нашего с вами внимания? Не инвестор оказывает поддержку Абхазии, а Абхазия оказывает поддержку инвестору. Страхует от рисков, бережет от налогов и всячески помогает. Более того, бизнесы исключительно крупные, способные потратить более 2 миллиардов рублей на единичный бизнес-проект. Для сравнения, годовой государственный бюджет Абхазии составляет 12 миллиардов рублей. Это значит, что мы запустим сюда многочисленные бизнесы, каждый из которых обладает активом, равным или превышающим 25% нашего государственного бюджета. Соглашение не предусматривает анализа, оценки или выбора инвестпроектов. Мы не проводим никаких мероприятий по определению целесообразности, необходимости, опасности или полезности проектов. Как мы будем их контролировать? 4-й пункт. О каких сферах идет речь? Обо всех, которые мы с вами пытались защитить последние годы. Это соглашение включает в себя все спорные вопросы, которые вызывали возмущение абхазского общества. Энергетика, газ и апартаменты. Вместо того, чтобы лоббировать все эти законы по одному, они включили их все в один проект, в надежде, что никто либо не заметит, либо поленится высказаться против. Пункт 5. Ущемление абхазского бизнеса. Соглашение уничтожает любую, даже гипотетическую возможность конкуренции. Согласно его 5 статье, мы обязаны предоставить им все необходимые мощности, что бы это ни значило. Землю, лицензии и любую необходимую поддержку. В отличие от абхазского бизнеса, они не платят налоги на имущество и на прибыль. НДС мы им возмещаем. При этом право на указанные выше ресурсы у них преимущественное. То есть, если абхазская сторона и иностранный бизнес одновременно запрашивают пользование одним и тем же участком земли, наше государство обязано предоставить право иностранному бизнесу, а не абхазскому. Опять же, во что мы инвестируем с этим соглашением? В наше развитие или в развитие без того гигантских компаний? Рабочие места. У инвестора есть право нанимать иностранных граждан, и это право отдельно указано в соглашении. Кого они предпочтут? Своих хорошо знакомых сотрудников или наших, им чужих? Поступление в бюджет. Как мы уже упоминали ранее, но реализация инвестпроектов на территории Абхазии не принесет практически никаких поступлений в бюджет. Единственный налог, которым облагаются компании до полной окупаемости проекта, 2-миллиардного, это подоходный налог. Этого даже близко не хватит, чтобы стабилизировать нашу экономику. Залог на землю. Мы подошли к самому важному и самому страшному пункту. Если вы крупный иностранный бизнес с большим проектом в Абхазии и у вас финансовые проблемы, ничего страшного. Вы можете отдать под залог свою 18-этажку в береговой зоне любому третьему лицу вместе с правом пользования землей. Абхазская сторона ничего не может с этим сделать. Никакой контроль над этим процессом, никакие ограничения не предусмотрены. Защита от рисков. Никаких ограничений. На данный момент у нас нет кадастра, генпланов, толкового экологического законодательства, защиты местного бизнеса. Наше законодательство более чем несовершенно и не способно должным образом ограничить и регулировать происходящее в нашей стране. Соглашение страхует инвесторов от гипотетической возможности с нашей стороны исправить эту ситуацию. Любой закон, принятый после ратификации, на инвестсоглашение распространяться не будет. А если мы в какой-то момент окажем этому проекту недостаточную поддержку, получим новый долг и обязаны будем выплатить его в течение 6 месяцев. Кто защищает Абхазию от рисков? Никто. Такой статьи нет. Любой ущерб, нанесенный инвестпроектом нашей инфраструктуры, экономики, экологии, качеству жизни и репутации, это наша проблема. Надо было думать раньше. Еще один гипотетический плюс, о котором вы могли подумать, это работа наших банков. В конце концов, гигантский капитал, который будет безналичным способом переводиться в Абхазию, храниться в Абхазии, поддерживать наши банки через комиссии и реальный факт временного хранения средств. А дальше через наши налоги на банк в наш бюджет. Может показаться, что это большое подспорье, большая поддержка. Но нет. Вся 9 статья полностью перечеркивает данную перспективу.
Вместо этого иностранный бизнес будет приводить сюда иностранные банки, открывать филиалы, и все эти деньги Абхазия даже увидеть не сможет, не то что принять бюджет. Вишенка на торте. Соглашение не может быть изменено. В самом соглашении никак не указано, как оно может быть изменено. Нет никакой процедуры, нет никакой регуляции. Удивляет халатность, с которой было подготовлено данное соглашение, поскольку оно не представляет собой комплексный документ. Соглашение должно сопровождаться исчерпывающим анализом и обоснованием необходимости привлечения такого объема иностранных инвестиций в такой форме. Отсутствует дорожная карта, которая наглядно бы показала экономический и социальный эффект. Вместо этого мы видим лишь беспрецедентный масштаб преференций для крупных иностранных инвесторов. И даже если отбросить тот факт, что ряд статей прямо противоречит национальным интересам, можно с уверенностью сказать, что соглашение никак не укладывается в действительностью, где Абхазия – независимая страна. Это критическое несоответствие на уровне идеологии, в которой вектор, задаваемый властью, направлен на передачу земель тем, кто, по их мнению, способен эффективно ее осваивать. И, к великому сожалению, это не жители Республики Абхазия.